Всем привет и добро пожаловать на сегодняшний вебинар. Мы дадим людям несколько минут, чтобы присоединиться. Но тема сегодняшнего дня — карточки и автоматическая оценка произношения, а также то, как использовать эти новые функции Sanaka Connect. Для начала я рассмотрю некоторые практические аспекты. Этот вебинар будет записан и также опубликован на YouTube Anakos, а также будет передан всем участникам по электронной почте. Все участники по умолчанию будут отключены, и вы сможете задавать вопросы только через функцию вопросов и ответов или чат Zoom. На этой ноте у нас будет пятиминутная сессия вопросов и ответов после демонстрации продукта. Для начала миссия Санака всегда заключалась в том, чтобы помочь школам и университетам обеспечить наилучшее качество обучения на втором языке с минимальными усилиями. Мы являемся финской компанией в области образовательных технологий, и наши решения используются в более чем 114 странах и 50 классах по всему миру. Каждую неделю примерно 6 миллионов человек получают лучшее образование, используя решения для преподавания языка Анака. Для тех из вас, кто новичок в этой системе, давайте вкратце расскажем, что такое Connect на самом деле, система, которую мы собираемся рассмотреть сегодня. Connect — это платформа, ориентированная на преподавание и изучение языков с гибкостью и масштабируемостью современных технологий. Никаких установок не требуется, его легко поддерживать, существует гибкое лицензирование на основе подписки, и его можно использовать как в классе, так и удаленно. Connect также позволяет проводить живое обучение и самостоятельное обучение в одном и том же решении, что является хорошим переходом к карточкам и произношению. Двум функциям, которые мы собираемся рассмотреть сегодня. Давай сначала кратко рассмотрим обе функции. В Connect функция флеш-карты уже доступна. Как учитель, ты можешь создавать галочки для своих учеников, и они могут, например, выучить словарный запас. В настоящее время эти колоды поддерживают изображение и текст, и в будущем мы добавим дополнительные опции. Их очень легко создавать, и они также включают в себя хороший режим практики для студентов, как и все карточки. Как учитель, карточки предназначены скорее для самостоятельного изучения студентами, так что в основном они будут просматривать колоду самостоятельно. И в конце вы получите отчет по каждому ученику, и вы увидите, насколько хорошо каждый ученик справился. Так ты сможешь увидеть, сколько раз студенты пробовали колоду, например, и какие карты у них получились правильно. Так что это очень удобно. Далее у нас есть функция автоматической оценки произношения. Это задача по произношению. В ней используются системы преобразования текста в речь и распознавания речи. Как учитель, ты можешь легко создавать упражнения, просто копируя и вставляя слова или предложения. Для студентов это обеспечивает автоматическую обратную связь по их произношению, а также дает студентам неограниченное время для практики, чтобы они могли повторять слова или предложения столько раз, сколько необходимо. В настоящее время мы поддерживаем эти языки с помощью функции автоматической оценки произношения. Мы будем добавлять дополнительные языки в зависимости от необходимости. Так что если есть какой-то конкретный язык, для которого вы хотели бы видеть поддержку в Connect, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы добавим дополнительную поддержку и для разных языков, но почти все основные языки охвачены включенными региональными вариантами. Так что давай перейдем к подключению. Давай взглянем на подключение с точки зрения студента.
Теперь это студент, входящий в систему для подключения. Все, что ему нужно сделать, это ввести свое имя, и он войдет в один из этих виртуальных классов. В этом конкретном классе я установил колоду флеш-карточек для своих учеников. Так что мы будем заполнять колоду флеш-карточек в качестве студента. Все, что нам нужно сделать, это нажать на упражнение, а затем выбрать «Начать». Этот стек фокусируется на окончательном словарном запасе. Мы начнем с того, что включим тренировочный режим. Давай предположим, что мы не знаем этих слов заранее, чтобы мы могли пролистать карточки. Как ты видишь, там есть слово на английском языке, а затем финский эквивалент на другой стороне. Будучи студентом, мы просматриваем колоду, изучая каждое слово. Сейчас мы находимся в режиме практики. И когда мы будем готовы, мы просто выключим режим практики, и все готово. Так что теперь мы можем попробовать, насколько хорошо мы выучили эту колоду. Система автоматически сообщит нам также об этом, если мы получим правильный или неправильный ответ. На этих карточках могут быть изображения или просто обычный текст. Это зависит от тебя, когда ты их создаешь. Итак, этот студент сейчас заполняет колоду флеш-карт. Здесь я допущу ошибку. Итак, ты видишь, что система автоматически сообщает мне, что это было неверно. Давай начнем все сначала. Когда я нажму на кнопку «Начать сначала», система снова перетасует колоду. Значит, карты теперь в другом порядке. Я быстро заполню некоторые из этих карт еще раз. Я допущу там ошибку. И я отправлю колоду обратно учителю, чтобы доказать, что я выполнил свое задание. Теперь ты можешь быстро взглянуть на сторону учителя, чтобы увидеть, какой отчет мы получаем как учитель от упражнения с карточками. Итак, перед нами ученик Алексис. Мы видим, что они закончили колоду. Здесь вверху мы видим, что в своей последней попытке они угадали 3 из 5. Мы также с первого взгляда видим, что они не все карты угадали правильно. И мы можем видеть, сколько раз они пробовали колоду. Так что легко с первого взгляда увидеть, насколько хорошо ваш ученик выучил те словарные статьи, например, которые вы хотите, чтобы он выучил. Теперь давайте взглянем на функцию произношения с точки зрения ученика. Я перехожу в другой класс, потому что функция произношения в настоящее время находится в разработке, она будет выпущена после каникул. Так что мы откроем здесь один из наших примеров. Точно так же, как и в случае с колодой в студенческие годы, все, что нам нужно сделать, это нажать на упражнение. После этого мы нажимаем на кнопку «Пуск» и начинаем выполнять упражнение. Принцип работы этих автоматически созданных упражнений на произношение заключается в том, что учащиеся слушают пример, созданный механизмом преобразования текста в речь. Затем они пытаются подражать ему как можно точнее и получают оценку, основанную на том, насколько хорошо они справились. А затем они прослушивают собственное произношение и сравнивают его с примером преобразования текста в речь. Так что давай послушаем первый вариант. Кстати, это британский английский. Давай начнем.
Давай начнем. Теперь, после того, как мы записываем себя, система оценивает, насколько хорошо мы справились, и мы немедленно получаем обратную связь о нашем произношении. Мы можем прослушать ответ. Давай начнем нашу запись и сравним ее с оригиналом. Давай начнем. Затем мы перейдем к следующей фразе или словарному запасу. Опять же прислушивайся к примеру. Это пример. Это пример. И мы сразу же получаем обратную связь как ученик. Так что ваши ученики могут самостоятельно поработать над этими упражнениями на произношение, сравнивая себя с оригиналом. И они могут пробовать столько раз, сколько потребуется, чтобы сделать это правильно. Сегодня хороший день, не правда ли? Сегодня хороший день, не правда ли? Так что все, что нужно сделать вашим ученикам, это прослушать пример, нажать «Произнести», затем нажать «Воспроизвести ваш дубль» и перейти к следующему предложению. А теперь давай посмотрим, как эти упражнения создаются со стороны учителя. Я возвращаюсь на сторону учителя и перейду в редактор упражнений. Карточки и местоимения относятся к другому типу заданий, что означает, что вы можете использовать их как часть более сложного упражнения. Или вы можете просто создавать упражнения, посвященные только этой задаче, как мы сделали прямо здесь. Итак, у меня было отдельное упражнение для моей колоды карточек. Но я мог бы включить эту колоду в качестве части, скажем, упражнения для групповой дискуссии, чтобы дать моим студентам словарный запас, который они должны использовать во время групповой дискуссии. Создавать карточки очень просто. Мы можем добавить язык, который мы здесь используем. Английский и закончить. Вот так. А затем мы выбираем то, что отображается на карточке. Вот так. Введя данные в большинство полей прямо здесь, мы создали одну карточку. Мы можем создать еще одну, просто набрав текст. И нажав на «Ввод», откроется дополнительная карточка. Если нам нужно добавить изображение, все, что нам нужно сделать, это нажать здесь и выбрать изображение с нашего компьютера. Работать только с текстом – это прекрасно, но изображения, как правило, обогащают опыт ваших учеников. А теперь давай взглянем на упражнение по произношению. Это опять же просто другой тип заданий, так что ты можешь включить задание на произношение в любое из своих упражнений как их часть. Ты можешь подготовить своих учеников к следующему заданию. Все, что тебе нужно сделать, это снова нажать на задание, и оно будет добавлено автоматически. В упражнении на произношение тебе действительно нужно выбрать исходный язык, и это тот же список, который мы видели ранее. Итак, ты выбираешь язык, на котором система создает для тебя слова или предложения. Ты можешь либо написать, либо скопировать и вставить свой текст прямо здесь, но все, что ты ведешь здесь, также будет включено в упражнение. Так что мы могли бы просто следовать тому же формату. Когда мы нажимаем на плюс, система создает фразы для нас. Все, что нам нужно будет сделать, это дать упражнению название, нажать на «Сохранить», и упражнение будет создано. Так что создать эти задания на произношение действительно очень просто. Так же, как и в случае с карточками, эти виды упражнений можно использовать для самостоятельного изучения.
Ты можешь, например, создать класс, полностью посвященный колодам карточек и упражнениям на произношение, и позволить своим ученикам заходить в этот класс всякий раз, когда они захотят попрактиковаться в чем-либо связанном с этими колодами или упражнениями на произношение. Хорошо. Я думаю, пришло время для части вопросов и ответов на этом вебинаре. Так что давай посмотрим, какие вопросы у нас есть на данный момент. Да, спасибо тебе. Спасибо тебе, Алексис. А это Юха и Зола из Санака. Я зачитаю некоторые из вопросов по вопросам и ответам. Во-первых, Алексис, есть вопрос от Карлы, связанный с карточками. Итак, вопрос в том, как насчет того, чтобы скрыть те, которые ты получил правильно, а затем переделать те, которые ты получил неправильно. Так что в основном да, работая только с теми картами, которые тебе не удалось исправить с первого раза. Так есть ли возможность скрыть те, которые у тебя на самом деле были правильными? Мы добавим эту функцию. Это то, что мы уже планировали, что ты можешь просмотреть колоду, а затем скрыть те, которые ты на самом деле знаешь, так что тебе не придется каждый раз просматривать всю колоду. Но на первом этапе мы просто хотели сделать это доступным для вас как можно быстрее. Так что прямо сейчас студенты просматривают всю колоду. Точно, точно. Очень хорошо. Давай посмотрим. Опять же, что касается карточек, вопрос в том, когда студенты вводят свой ответ, может ли преподаватель добавить более одного ответа. Так, например, один с акцентом и один без. Так что я думаю, что это относится к множеству возможных правильных ответов и к тому, как система понимает, что на самом деле правильно, а что нет. Это опять же еще одно отличное предложение. Так что мы добавим это и для карточек. Прямо сейчас это один правильный ответ на карточку, но мы, конечно, должны допустить некоторые вариации и в карточках. Да, да. У нас есть эта функция, например, в других упражнениях типа вопросов и ответов, так что мы также будем дорабатывать карточки. Кстати, в настоящее время учитывается ли регистр? Так же, как и студент, нужно ли ему заботиться о заглавных буквах или строчных буквах? На данный момент это не чувствительно к регистру. Да. А затем, пока была пара вопросов, связанных с языками, не могли бы вы переключиться и так, как список доступных языков? Так что это текущий список, который будет доступен на первом этапе. Есть несколько местных вариантов для пары языков. И один вопрос был связан с тем, что существует несколько различных местных вариантов, например, для португальского языка. Так что это единственная звезда, доступная на первом этапе, но в будущем мы будем добавлять дополнительные языки, особенно основываясь на требованиях и отзывах заказчика. Так что если у вас есть какие-то конкретные языки или местные варианты, которые вам нужны, просто дайте нам знать. И мы будем рады, если эти языки или выше будут включены в список потенциальных новых языков. Один вопрос, связанный с карточками фляжек. А учитель не может спрятать или отключить режим практики для учеников? На данный момент нет, потому что первоначальная идея карточек состояла в том, чтобы усилить обучение, чтобы ученики могли просматривать колоду как можно больше раз.
Так что в этом смысле это не функция, похожая на экзамен. Но это то, что мы могли бы также принять во внимание, если будет достаточно запросов на добавление ее в качестве функции, подобной экзамену. Это будет означать, что студенты будут заполнять колоду, не практикуясь в ней. Так что в каком-то смысле это было бы похоже на тест по словарному запасу. Конечно, тесты по словарному запасу вы уже можете создавать и подключать очень легко. Да, да. Опять же, это касается языков, доступных в упражнении по произношению, о сроках добавления новых языковых групп, и в этом вопросе упоминается корейский язык. Поправь меня, Алексис, если я ошибаюсь, но разве корейские хинди на самом деле уже не включены? Или я неправильно помню? Давай быстро взглянем. Корейские хинди уже добавлены. Да, именно так, именно так. Так что мы уже слышали твои отзывы. Спасибо тебе за это. Да, и так в этом вопросе упоминается Корея, а также арабский и персидский языки, которых еще нет, но мы сделаем пометку об этом и посмотрим возможности для добавления. Конечно, они будут добавлены. Будет добавлен арабский язык. Да. Вопрос о том, можете ли вы импортировать CV-файлы. Так что я предполагаю, что это будет список предложений, список различных словосочетаний. Итак, в принципе, можно ли импортировать список существующих, скажем, упражнений и распечатать их в виде карточек или упражнений по произношению? В данный момент нет, но для карточек импорт CV уже находится в разработке, поэтому он будет добавлен после праздничных каникул. Конечно, намного быстрее просто импортировать ваш список слов в виде CV-файла, особенно для карточек. В местоимениях все, что вам нужно сделать, это скопировать и вставить текст в поле, так что это уже довольно легко сделать. Да, да. Следующий вопрос. А международный фонетический алфавит уже включен в Санака? И если да, то можно ли его добавить к карточкам и упражнениям по произношению? Это будет добавлено как часть. Нам понадобится плавающая клавиатура, которая позволит добавлять знаки ударения. Так что международный фонетический алфавит — это часть этого. Так что это тоже сейчас разрабатывается. И это хорошая идея использовать их как часть карточек, так что у нас определенно будет поддержка. Один вопрос касается входа студента в систему. Так что не мог бы ты быстро показать пару вариантов того, как студенты будут присоединяться к сеансам присоединения? Да, именно так. Так что в Connect у студентов нет учетных записей. Студентам не нужно указывать свой адрес электронной почты и специально создавать учетные записи. Они могут присоединиться двумя способами. Как учитель, у тебя всегда есть доступ к этой информации, но когда ты создаешь новый виртуальный класс в Connect, и он создается на подключенном сервере. Что на самом деле делает система, так это создает веб-ссылку или URL-адрес для твоих учеников и QR-код. Теперь, отправив эту конкретную ссылку своим ученикам или отправив QR-код, и ваши ученики отсканируют QR-код с помощью своего мобильного телефона, они попадут в класс. В качестве примера я уже делал это, но сделаю это снова.
Теперь это ученик, переходящий по ссылке, отправленной учителем. Они входят в класс с карточками. Все, что им нужно сделать, это ввести имя. Проверь их подключение к микрофону, и они окажутся внутри класса. Так что все, что нужно сделать твоим ученикам, это либо нажать на ссылку, либо если ты хочешь, чтобы они пользовались своими мобильными телефонами, они также могут отсканировать QR-код. И они всегда доступны тебе как учителю, независимо от того, находишься ли ты в классе или создаешь сеансы в режиме просмотра сеансов. Хорошо, хорошо. Так что давай возьмем еще парочку. На самом деле там была пара вопросов, связанных со звуком, два вопроса на самом деле связаны с карточками. Так можно ли добавить аудио к карточкам? Это обратная связь, которую мы уже получили. И так как я уже упоминал ранее в презентации, мы добавим в карточки поддержку аудио и других типов файлов. В настоящее время он поддерживает изображение и GIF-анимацию в дополнение к тексту. Но, конечно, имеет смысл добавить туда аудио. Да. И следующий вопрос снова касается отношения аудио к аудио. Можно ли регулировать скорость аудиоклипа? Так может ли пользователь изменять скорость? В упражнении на произношение? Я полагаю, тоже. Так что давай вернемся к упражнению на произношение. Быстрый ответ «да», ты можешь регулировать скорость речи. Но ты же можешь как студент выбрать голос. Так что если я нажму «Далее», чтобы прослушать пример как студент, я могу выбрать, слушать ли мужской голос или женский, и здесь я также могу регулировать скорость. На данный момент это разумная регулировка скорости, так что это не радикальное изменение, но ты можешь немного замедлить его. Так что давай сбавим скорость и послушаем женский голос. Давай начнем. Это немного замедляет процесс. Давай начнем. Это нормальный отбор. Ты также можешь ускорить его, но на данный момент я не вижу для этого варианта использования. Да, таким образом скорость звука может быть изменена для этого действия. И я думаю, что мы также обсуждали, что такая же возможность будет доступна для всех аудиоклипов в Seneca Connect. Так что всякий раз, когда у тебя есть аудиоматериал в качестве стимулирующего материала или части упражнения, или диктофон для репетитора, ты действительно можешь изменить скорость. Насколько я знаю, это находится в стадии разработки. Итак, мы приближаемся к тому времени, которое было выделено на этот вебинар. Значит, скоро наступит получасовая отметка времени. Так что не мог бы ты, Алексис, быстро резюмировать, что будет дальше? Итак, что будет дальше? Мы бы хотели, чтобы ты проверил свой почтовый ящик на предмет сообщений из Синокопа. Мы отправим запись вебинара, а также отправим тебе информацию о предстоящих вебинарах, которые были организованы нами. Ты всегда можешь связаться с нами напрямую, но наших реселлеров можно найти на нашем веб-сайте, где им будет легче помочь тебе напрямую. Если вам нужна дополнительная информация о